Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет и сәлемсез. Это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, һәм мин татарча өйрәнәм. Сәлам, дуслар, мен Эльза, һәм мин татарча өйрәтәм. Эльза, расскажи, какая сегодня тема? Тема сегодня будет посвящена Дню родного языка, Туган тел көне, который отмечают все татары мира 26 апреля, в день рождения поэта Габдуллы Тукая. Круто. Окей, ну давай начнем. И тема у нас сегодня будет звучать так: изучаем языки. Представим, что мы изучаем иностранные языки через татарский. Ага, ну то есть мы татары, родились, говорим на татарском, и вот через татарский сразу начинаем изучать другие языки, Да, например, правильно? английский, Угу. да, немецкий, турецкий и так далее. Окей. А прежде всего давайте разберем фразу «туган тель». «Туган тель». Часто его путают с фразой «туган кюн». Вот. Да, ну потому что Туган – день рождения, а Туган-тель звучит вообще как бы, рожденный язык. Рожденный язык. Ну, и рожденный язык был бы, наверное, тель-туган. Ну, хотя рожденный язык, да. А вообще слово «туган» переводится как «родной» и «рожденный», или «родной человек», например. Ну, вот родные, родственники. Туганнар. Туганнар жиылды, собрались родственники, да? А еще есть известная песня «Туган-як». Туган-як, туган-як. Ну, смотри, Туган-як – это же, получается, можно сказать, и родной край, и можно и край, где я родился. Но оно, как бы, логика присутствует как раз-таки такая, то, что моя родная земля, земля, где я родился. Угу. Туган-як – это родина, родной край, вот. А можно вопрос, раз уж мы заговорили про песню Туган-як? У меня всю жизнь был вопрос по татарскому языку в этой песне. Туган-якка юл тота... Мэн. Тотамэн. Вот что за это мэн? Почему юл тотам нельзя сказать? Можно сказать. И, наверное, в современном татарском языке как раз-таки правильнее будет сказать тотам, потому что, настоящее время, глагол в настоящем времени имеет окончание «м» в первом лице. А тотамэн – это такая... Это старая форма, это альтернативная форма, но ее вот решили использовать, чтобы был ритм соответствовал, рифма соответствовала, возможно, и оно присутствует вот в каких-то там литературных произведениях сейчас уже. Хорошо, а значит, это я могу добавлять к любому глаголу? Мин эшлимен. Эшлимен. И в диалектах тоже, мне кажется, сохраняется это окончание «мэн», да, такая форма окончания. Мин эшлимен, мин телимен, баранды, Но при изучении языка мы оставляем только вот такую классическую форму, чтобы была, какая-то усредненность, так скажем. Окей. Вот. Надеюсь, тоже были те, кого томил этот вопрос, и вы получили его ответ. Наконец-то. Туган, кстати, я тут вспоминаю типа туган, тукай. Тюган, типа два ружья? Да, карты, что там, два ствола. Да. Вот, туган, тель, это родной язык. Синең туган телең нинди тел, Айнур? Минем туган телем татар теле. Мой родной язык татарский язык. Вот, кстати, можно поразмышлять на тему туган-тель, вообще, что является родным языком, да? То есть язык, на котором ты начал говорить, да? Например, ты татарин и вырос среди армян. Первое слово, которое ты сказал, или среди грузин, да, ты сказал хачапури, да? Хачапури. Вот. Является ли для тебя родным языком там грузинский или армянский, или все-таки татарский? Это опять, это много с кем я на эту тему разговаривал, и мы пришли к тому, что это что ты сам решишь. Понятно, интересно. Потому что тогда, таким образом, для многих татар объективно будет русский язык родным языком. Да, возможно. Или армянский. Ты хочешь принципиально, или армянский, да, но ты хочешь принципиально сказать, ребята, нет, мой родной язык татарский. Татарский. Татарский, я сказал по-татарски, по-татарски. Татартеле, Да, потому что... И зря татар-то не дать ошибки, если ты немножко начинаешь говорить по-татарски долго, этот акцент быстро в русский переходит. Да. И вот туган-тель звучит еще... Тоже популярная песня. Это, можно сказать, что второй гимн татар. Первый – это «Минер Тамсин Татарстан», альтернативный гимн, а второй – это «Туган-тель». Подожди, я возражу. Во-первых, не все татары живут в Татарстане. И для меня, например, «Минер Тамсин Татарстан», Йоратам, но
Не так, как Да, да, тугантель. да, да. Вот видишь, у меня все в субъективном все-таки, да? Это, Конечно, это ваш татарский империализм, татарстанский. татарстанский. Гафуйтыгыз. Все, приняла. Значит, это вот первый альтернативный. И тугантель, и матуртель, эткем энкемнен теле. Если вы знаете... Ты знаешь эту песню? Да, конечно, я ее Адилю пою. Адиль — это мой сын. Здорово, да. Оно, кстати, классно петь ее перед сном тоже. Да, я. Ты моментально засыпаешь. Ну, нет, мы же стоя поем. Хамкул нашла Юрика. Да, это тяжело засыпать стоя. Нет, я шучу, да, но я ее как колыбельную пою. Да. В общем, всем татарам, наверное, пункт Выучить. такой, выучить. Смотри, и тугантель, и матуртель. А вот это «и» это что значит? Вот, Тоже кстати, вопрос всех мучает. Да, и это мы называем это слово «амлак», междометие. Это не союз и это обращение «о». О, Типа- мой родной край, о, мой родной язык. Это вот «и». Еще говорят «и Аллах». О боже, да. Да, типа. о боже. Вот, и Хорошо. тугантель. То есть обращение с любовью. Значит, раз есть у нас тугантель, есть еще и неродной язык, да? Неродной, чужой язык. Это татарща, это щиттель. Щит. Неродной, Щит. не свой, Как щит. типа, чужой. Защищать. Да, защищаемся, да, от чужого, например. Татары очень любят понятие билингвизма. Да? Мгм, Билингвальные школы у нас, полилингвальные. Ае-е. И кетеллек есть такое, да, понятие? Икетеллелек. Ае, икетеллелек. Теллелек, Ае. а икетеллек нельзя говорить. Потому что икетель – это два языка, а икетелле – двуязычный, а уже чтобы образовать от прилагательного двуязычный существительное двуязычное, нужно добавить суффикс «лек». Так вот, у билингвов это два родных языка или просто два языка, которых они знают? Два языка, которых они знают. Мне кажется, ну, если в семье, конечно же, если в семье родители представители двух национальностей, то, возможно, там можно сказать, что тугантель ике. Хотя татары будут говорить «энисикэмсон». А кто мама, да? Потому что почему-то принято считать, что у татар родной язык – это онатель. Не знаю. Ну, слушай, и в английском же отечество это motherland, Mother language, да, тоже. типа мать. А у нас это отечество, отец. Знаешь В русском почему? языке. Скорее всего, потому что воспитанием ребенка с раннего детства прежде всего занимается детский они. сад. Ну Они, да, да. если. Они. И поэтому, кстати, у татар существует такое понимание. Ой, мы ушли далеко, но все равно интересно. То есть это здесь раскрывается отношение к женщинам тоже. То, что женщина, она воспитывает целую нацию. Поэтому нужно давать воспитание и образование женщине прежде всего. Вот. И к тому, что... Потому что с детства ребенок начинает говорить на языке матери. А еще сейчас дети начинают говорить на языке телевизора, ютуба или Няни. какой контент поглотить. Да, няни. Да, поэтому тоже выбирайте татароязычных нянь. Шаян ТВ вам в помощь и вообще Мгм. кучу всего татарского в интернете. Контента. Да. И вообще, кстати, это холиварная тема очень в татарском обществе. Роль женщины у татар. Мгм. Есть очень много людей, которые говорят, что типа татарам слишком сильно навязывают, что типа вот женщины крутые, потому что типа Сюембике, главный татарский На самом образ. деле существовали проблемы тоже, конечно. Вот, Ну, и... конечно. Ну ладно, но это как-нибудь в другой раз. Это, да. это другой подкаст. Вот. Но мы остановились на щит. Щит-тель, иностранный язык. Щит-иль – это за граница. Мгм. Щит-ильгеш барам, например, за границу. Да? Иль – это страна. А Туган-иль – это родина. Интересно у татар, да, слово щит это чужой, по сути. Чужой, да. Чужой. Чужой, не свой. То есть фильм бы чужой у нас бы, если в татарском Щит. прокате шел бы, он был назывался щит. Шеф. А хищник как будет на татарском? Кыргый. А как будет чужой против хищника? Щит кыргыга коршы. Круто. Я бы посмотрел такой перевод. Мгм. А вот иностранец – это щит-иль кишысы. Все три слова пишутся раздельно, Потому Человек? что щит, иль, кишысы. да? Угу. Щит или кишisi. Айнур, сен щит тіл білесің ме? Anlaşıldı. Я даже не буду спрашивать, какой ты язык знаешь. And yes. Демек, сен икі щит тіл білесің. Бирас. Біраз. Мгм. Бирас. Нендей So-so. тілдер?
Ben biraz Türkçe biliyorum Мгм. ve I speak in English so. Мгм. Окей, яхшы. Ich bin 22 Jahre alt. Это я вот А вспоминаю вот уже третий. кусочки. Мы сказали, немецкого. что тель – это язык, а теллер – это языки. Вот для того, чтобы образовать какой-либо язык, да, нужно просто добавить к национальности слово теле. Но национальность тоже нужно знать. Например, Да. вот китайский язык – это Китай-теле? кытай теле, потому что татарща Китай будет Кытай. Катай. Кытай теле, Угу. а вот марийский язык Моры-теле? Морей теле, немецкий язык Но я знаю, что немцы в татарском, это очень интересно, и, по-моему, во всех тюркских, да, алманы. Алман, Алман-теле. Алман теле. И давай возьмем, например, венгерский. Вот я знаю, что венгры называют себя мадьяры. Мадьяры. И на татарском наверняка какой-нибудь типа мадьяр-теле. Можар. Как? Можар. Можар. Не моржа. Не моржар-теле, а можар-теле. Можар теле. Можар, прикольно. Да. А есть еще какие-нибудь такие народы, которые вот в татарском называются не так, как на русском или на Ну, английском? например, Греция, Угу. Юнан, Юнанистан. Мы говорим Что? Юнан теле. Юнанистан? Юнанистан это Греция. Офигеть, вот круто. Юнан. Юнан-теле, да? Юнан теле. Или юнанлар-теле? Юнан теле просто. Или, например, Грузия, Гыржистан. Как? Гыржистан. А грузины? Гыржилер. Гürcüler. А армяне, я знаю, армяннер. Эрменнери. Ага. А казахлар, я знаю, что там вместо хэк будет. Ну, как и казах же слово. Казахлар. Казахлар. Узбеклер. Узбеклер. Туркменлер. Түркменнер. Азербайджанцы. Азербайджаннар. Азербайджанлар. Нар. Нар. А арабы, арабский язык. Гареп теле. Там Г пишется? Г. Гареп. Гаряб. Ну, вот это Г, это вот Г, да? Да, получается? это да. Г. Не такой классическое Г, а Г. Спорный Г. Спорное Г. Есть юмшак Г, а есть спорное Г. Спорный Г. Почему? Потому что вот в некоторых уже современных словах, и особенно в именах, вот это Г пытается упустить. А я, как всегда, говорю, что Г нужно сохранять. Например, слышали, наверное, имена такие, как Азиз, Азиза, Али. Это вот все Газиз, Газизе, Гали, ну и так далее. Просто вот в этом я когда учил, что вот смотри, Г, твердый, да, вот это Г, произносится в слове, которое, ну, с мягкими буквами, да, опять правило синхромонизма. Галям, например, да? Халям. Как? Скажи. Халям. Это опять арабское слово, я опять не то попал. Имею в виду, вот, а когда мягкое, вот, например, Гне. гене, вот Г же четко произносим, гене. А вот в твердом, если бы там были бы твердые буквы, там было бы Г. Но здесь горяб опять меняется, потому что следующее сразу мягкое, но все равно мы говорим Г, который в твердых словах. Понимаешь, о чем я говорю? Гаряб. Потому что арабизм. То есть арабы сами себя тоже называют горяб. Арабиюн. Понятно. Вот, в общем, сложно. Для меня это сложно. Вот ты это интуитивно понимаешь, а для меня это сложно. Я пытаюсь выстроить правила, и тут опять... Исключение. Аряб, вот это все мягкое. И Г, которое в твердых словах встречается. Типа огач. Ну, потому что закон сингармонизма в арабском языке не присутствует. Это вот все татар-тілінде. Да. То есть закон сингармонизма, друзья, в татарском языке не везде работает. Да. Как То есть законы России не работают везде. Как законы Конституции Татарстана, да? Ага, да, то же самое. Яра Алиса, давайте пойдем дальше. А еще у нас есть окончание, суффикс «щаще». Это татарский аналог приставки «по». Давай попробуем. Вот, например, как вы скажете по-татарски? Тотарща. Тотарща, по-русски. А можно про ударение тотарща или тотарща? Тотарща. Опять, вот что такое? Мы учим татарский ударение на последний слог всегда. Есть исключение. Когда ударение переходит на предпоследний слог. Тотарща, да? Я... Мин, тотарща, силяща. Мин хазер не могу прям жестко утверждать, потому что я не могу вспомнить все исключения, потому что в речи могут быть и так, и так. Вот, но в живой речи инде. Поэтому, простите меня. Вот можно, наверное, прочитать какие-то статьи. Кем кэшиул, оно ойлап топта. Придумали же на последний слог. Все четко, нет? Тотарща. Вот, например, побудительное наклонение, там вот, если ты отрицаешь, все равно идет не на последний слог. То есть вот
Булма, кильме. Булма, кильме. Да, я здесь, да, не могу спорить, потому что, я тоже ошибаюсь. Ну, короче... И думаю, что это не ошибка. Язык – это живая вещь, и поэтому вот если мы решим все татар, что так удобнее, будет так удобнее. Шулай. То есть все меняется. И слова, и произношение, и все остальное тоже. Может, и синга мы будем говорить синга. Да. Но к нужно сохранить, потому что это полезно для здоровья. К и г. Да. Я, мы, к, г. Да. Так, и вот, конечно же, когда мы изучаем какие-то языки, да, нужно... У нас всегда спрашивают про уровень знаний, да, и мы стремимся всегда ее улучшать. Вот уровень, слово уровень будет дереже. Дереже. Дереже еще переводится как статус. Тельне белю дережеси. Уровень. Уровень знаний языка. Типа level. Вот это intermediate, да? Вот да, это дереже. Level – это дереже. Вот, например, мин силешем. Я говорю. Нищик силешем. Как говорю, нищик как? Например, иркен силешем. Свободно. Свободно. Иркен – это свободный, просторный еще иркен переводится, то есть вот владею свободно. Йохша силешем. Хорошо говорю. Хорошо говорю. Уртаща. Средненько. Средняя. Урта – это середина. Ношар силешем. Плохо. Онлим лекин силеше олмим. Это прям вот классика жанра, да? Это, я бы сказал, дережа, который у многих татар. Онлим, лекин, силешал. Понимаю онлим, лекин, но силешал не могу говорить. Лекин силеше олмим. У тебя был когда-нибудь этот уровень? Ты начинал с этого уровня? Я очень много был, потому что, на этом уровне, потому что, еще раз, я вот вырос в татарской семье, но у нас как бы весь татарский это был бытовой язык. То есть, как бы основную суть я всегда понимал. Но вот эти сложные слова там... Силешмиден. Да, там... Нет, да, не говорил, потому что вся остальная среда была русскоязычная. Алым лекин силеше олмим, а потом ты стал иркен силешем, да? То есть вот сейчас стараюсь. Я хочу вот минджи бу подкастларда үйренем. Бу подкастларда үйренеміз. Немного говорю, да? Немного будет біраз. Біраз білем. Немного знаю. Ұныттым. Забыл. Да, мәселен, сөзні ұныттым. Забыл слово. Такое часто бывает. Сөзні ұныттым. Да, сөзні ұныттым. Понятно, бельмим можно тоже говорить. Не знаю. Да, не знаю, мин татарша бельмим, но часто вот тоже говорят не бельмяс. Я не бельмяс. Да, может вспомнить кто-то такую фразу, да? Да, это какой-то будто тюркизм, который в русский язык зашел. Да, не бельмяс. Я не знаю, вот тоже территориально, где используют эту фразу, наверное, скорее всего, там, где живут все-таки татары. Слушай, я это даже по телевидению видел. Да, не бельмяс. Да, говорили, не бельмяс, типа. Не бельмяс. Но на самом деле вот здесь корень бель знать, да, и бельме – это уже отрицание. И как бы здесь, в принципе, и не нужно вот это отрицание «не». То есть, получается, мы говорим «я не знаю», «я не знаю», был пшайнда. «Я не бельмяс». Поэтому просто говорим «бельмяс». Потому что бельмес уже звучит как какое-то название блюда. Дайте два бельмеса, пожалуйста. Пельмень или беляш, да, что-то между пельмени и беляш. Наверное, жареные пельмени. Это бельмес. Возможно. В общем, мне кажется, не бельмес, это такой устоявшийся, особенно у русскоговорящих. Как сабантуй к ним язык вошел, типа вот праздник. Прикольно же знать все, что ты говоришь на самом деле. Конечно. Вот. И хочу выучить. Это вот, наверное, есть такая категория слушателей тоже, которые хотят выучить язык, поэтому нас слушают. Это «үйренергетлим». Я хочу выучить. «Үйренергетлим». И мы их можем назвать, эту категорию «үйренергетлеушилер». Желающие выучить татарский язык. «Үйренергетлеушилер». Да, «үйренергетлеушилер». А еще вот если вы что-то не поняли или прослушали, хотели переспросить, то что нужно сказать? Я не понял. Я не понял, пожалуйста, повторите, да? А не могли бы вы повторить еще раз, да? Да. То есть, желательно помедленнее. Бу сүзне экрен кабатлый аласызмы, мин ишетмедем. То есть, так говорить не надо, потому что если вы уже говорите так, значит, вы владеете очень хорошо, у вас уже такой уровень татарского продвинутый, поэтому просто используйте слово «онламадым». «Онламадым» не понял.
Аңламадым. Аңламадым. Или нәрсе? Ну, нәрсе это прям вот, на все случаи из жизни, например. Нәрсе это как бы типа what? Что? Да. То есть, если вы хотите... Обычно же так и происходит, когда, например, ты только еще учишь язык, или он не является тебе родным, и ты хочешь просто, отмазаться, уйти от проблемы, и тебе говорят что-то на татарском, ты просто говоришь «Нәрсе, аңламадым», и все. Проблема прошла мимо тебя. А на этом пока все. Всех поздравляем с праздником Туган тіл күні. Учите татарский. Больше материалов вы можете найти на сайте нашего проекта Эйде онлайн. А также во всех наших социальных сетях ищите нас и учите татарский вместе с нами. А с вами были ведущие подкаста Эльза Һәм Айнур. Эйда подкаст. Учим татарский. Друзья, ну а сейчас лексика с нашего выпуска. Наш подкаст закончился, но вы сможете сейчас спокойно, тихонечко послушать Эльзу и еще раз повторить те слова, которые были в нашем выпуске. Туган тіл. Родной язык. Шит тіл. Иностранный язык. Шит – чужой. Шит иль – заграница. Шит иль кішісі – иностранец. Син нинди шит тіл білесің? Какой иностранный язык ты знаешь? Тіллер – языки. Қытай тілі – китайский язык. Мари тілі – марийский язык. Испан тілі – испанский язык. Мажар тілі – венгерский язык. Юнан тілі – греческий язык. Гарәп тілі – арабский язык. Дәрәҗә – уровень. Тілне білу дәрәҗәсе – уровень владения языком. Сөйләшәм – говорю. Иркен сөйләшәм – говорю свободно. Яхшы сөйләшәм – говорю хорошо. Аңлыйм, ләкин сөйләшә алмыйм. Понимаю, но говорить не могу. Бераз – немного. Бераз беләм – немного знаю. Оныттым – забыл. Бу сүзне оныттым – забыл это слово. Белмим – не знаю. Өйрәнергә телим – хочу выучить. Аңламадым – не понял. Нәрсә? Что? Друзья, спасибо большое. Если вам нравится то, что мы в конце выпуска повторяем всю лексику, обязательно пишите в комментариях, и мы будем делать это постоянно. Спасибо вам большое. Сау булгас. Сау булгас. Эйда подкаст. Учим татарский.